Всем привет, с вами Джана. Сегодня я решила для вас снять видеоблог. Это как отчет за весь месяц. И рассказать вам о понравившихся, вообще о всех вещах, что мне понравилось за весь месяц, за весь июль. Но там не только будет июль, там может быть чуть-чуть июнь, так как я не снимала до этого такое видео. Так что давайте приступим. Итак, я, наверное, начну с того, что мне понравилось для волос. Недавно я купила от бренда Moroccan Oil Hydration Cream. Правда, я вначале хотела купить маску для волос. Думала, для моих волос нужна маска. Потом продавщица, точнее стилист в том салоне, она меня заставила купить вот это. И я ни капли не жалею, потому что нам действительно нужно. Во-первых, как я им пользуюсь? Оно, во-первых, дает мягкость, шелковистость для волос и дает возможность для стайлинга. Например, если хотите закрутить волосы, если, например, волосы у вас плойку вообще не берут, либо же не раскручиваются. Короче, после этого крема у вас вот такие кудри появятся. Если, например, если хотите начес сделать, но начес у вас не получается, с кремом получится. Как оно наносится? Наносится оно вот так. Можно на сухие, можно на мокрые. На мокрые просто наносишь на кончик, где не слишком много. Там буквально немножечко. Где-то примерно вот так. Где-то немножечко. И наносишь только на кончики. Особо не на корни, потому что волосы станут жирнее. Так вот. Ну что ж, с волосами разобрались. Теперь начнем по уходу за кожей. Я вам уже, наверное, говорила, когда у меня открылся, если вы следите за мной в инстаграме, когда я вам говорила уже 100 раз, как я его люблю, что аж не осталось их. Я, их купила где-то в июне, наверное. И вот, за 2 месяца их нет уже. Точнее, да, за 2 месяца. За 1,5 месяца их уже нету. Это просто клинзер. Это клинзер, умывашка. Это все в одном. Оно и мейкап снимает, оно увлажняет кожу, оно после этого не сушится. Если у вас сухая кожа, если как у меня комбинированная кожа, она не сушится. Она суперски снимает мейкап. Все, что мне нужно, например. Кстати говоря, это Purity от компании Philosophy. Philosophy у них что многие советуют, потому что здесь в основном натуральные средства. И если, например, понюхать, травами пахнет, травы, как ромашка, лавандер, что ли. Так, следующее, что мне понравилось по уходу за кожей, это Estee Ives скрабики, точнее эксфолиаторы. Это как скрабы, только мелкие частички там, которые скребят кожу, не такие большие, как у скраба, щадят кожу. Так что, вот. Почему они мне понравились, особенно вот этот Green Tea. Green Tea классно пахнет, первое мое впечатление. И самое главное, если у вас черные точки, или у вас, например, бывает, что жировики, которые, не знаю, я раньше очень страдала, вот, например, в носу сейчас чуть-чуть уже нету, а раньше у меня прям такие большие, не то что точки, а вот такие жировики были, и как раз таки вот они буквально за первое употребление, за первый раз она убирает все, вы почувствуете кожу мягкой, прям губка младенца. Правда говорю, я уже советовала всем своим сестрам, они уже попробовали, и они тоже в восторге. Так что я вам тоже советую Estee Ives. Я ее купила с CVS. Нет, Walgreens. Нет, вот эту купила Walgreens, вот эту CVS. Итак, идем дальше. Я хочу вам рассказать про такой moisturizing lotion. Это увлажняющий лосьон для лица. Я про нее видела ревью. Точнее, отзывы были очень хорошие. И решила просто тоже попробовать, потому что у меня недавно, из-за того, что у меня прыщики начали выходить, я начала пользоваться всякими, как говорится, средствами, чтобы высушить прыщики, и моя кожа слишком стала сухой, и мне нужно было что-то суперски увлажняющее. И я купила вот это CeraVe Moisturizing Lotion. Это от нормальной до сухой кожи. Я купила, я не жалею. Правда, она действительно такая большая, но она намного хватает, и она белая, как и все крема, и она хорошо увлажняется и хорошо впитывается. Поверьте, в Америке, когда вы первый раз придете в Америку, вы сразу не найдете свой крем. Наверное, ушло год, чтобы
чтобы я нашла свой нормальный крем для лица. Потому что обычные крема, которые я покупала первый раз, когда я приехала сюда, не знаю, они не впитывались в кожу, они будто бы маслом оставались на лице, а внутрь как бы не впитывались и вообще не увлажняли, что я ненавидела. Вот теперь, наконец, я нашла ее, которая действительно хорошо увлажняет кожу. И, короче, в общем, суперская. Она стоит где-то $13. Но она тут стоит, смотрите, какая она большая. Кстати говоря, о увлажняющих, я не только этим пользуюсь, не только лосьоном пользуюсь, я еще пользуюсь аргановым маслом. Josie Maran. Вы, наверное, знаете, у меня даже просто нет слов, нет комментариев, потому что многие знают, что она суперская. Аргановое масло, оно как бы хорошо увлажняет кожу. Я его пользуюсь чисто для того, что, во-первых, питать кожу и увлажнять. Наношу его обычно перед сном, после очистки, после тонизирования всего. Получается вот такое масло, 50 мл. Да, 50 мл. Получается, берешь вот таким этим, немножко где-то, одна капля, и носишь его просто по лицу, чтобы оно впиталось. Ждешь немножечко, потом наносишь крем. Так вот, на утро ваша кожа станет просто суперской. Наверняка вы пользуетесь серумами. Это как серум, но она больше как масло, но она есть масло. В общем, она хорошо увлажняет кожу, суперски просто увлажняет. Но будьте осторожны, если у вас чувствительная кожа. Я бы посоветовала ее подружке, у кого сухая, супер сухая и чувствительная кожа. Ей почему-то не понравилось, пошло раздражение. Так что будьте осторожны, сделайте тест. Я вам говорила уже про прыщиках, недавно я прострадала прыщиками. Прыщики начали выходить везде. Я не знаю, почему, гормоны или всякое такое, наверняка гормоны. Ну, в общем, я пользовалась всякими нитроджена, всякие антиакне, любой, который супер популярный. Оказывается, супер популярный никогда не бывает самым лучшим. Так что я нашла одно средство, я вам скажу, ушло за один день. Я вам скажу, ушло за 24 часа, как нанесла. Называется Clean and Clear Persa Gel Maximum Strength. Если у вас действительно как Малышева считала свои прыщики, у меня где-то было их 7 максимум. Если у вас где-то 7 или до 10, пользуйтесь вот этим. После чистки лица наносите его чуть-чуть. Кстати говоря, почему именно она подействовала, здесь находится какое-то средство. Бензоилпероксид. Вот если вы тоже страдали, то купите вот такой. Или закажите через интернет. Я не знаю, мне кажется, Clean and Clear везде есть. Clean and Clear. Так что купите именно вот этот. Persa Gel 10. Здесь 10% бензоилпероксид Acne Medication. Теперь перейдем к косметике. То, что мне очень понравилось, которых я просто люблю. Косметичка — это мое treasure, сокровище. Так что я вам покажу, что мне из всех понравилось за весь июль. Честно говоря, они мне все нравятся, но есть же все-таки самые лучшие, все равно бывает. Самое лучшее у меня — это моя тоналочка, которая называется No Bomb, где я всегда пользуюсь во всех видео. Tint Idol Ultra, 24 часа мейкапа. Это правда, она держит 24 часа, вообще не уходит. Ну, если вы там не искупались. В общем, она держится действительно 24 часа, разглаживает. Вот это у меня на коже. Разглаживает и дает более натуральный. Как бы не так, как шпаклевка у тебя на лице. Более натурально. Думаешь, как будто бы у тебя кожа сама такая. Так вот, Lancome самый лучший. Следующее, что мне нравится среди моих за весь июль. Да, за весь июль. Я же в конце июня купила. За весь июль мне понравилось. Это Urban Decay Flushed. Такая палеточка. Это супер палеточка с своими бронзаторами, хайлайтером и румяной. Румяной я очень редко пользуюсь, потому что я не люблю красные щечки. Я люблю корректировать вот так, но не люблю красные щечки. Вот так. А что нравится мне в нем? Во-первых, все есть в одной палеточке. Можно взять, она компактная, взять сумочку, где-то, если не успеваешь, например, на работу опаздываешь. Я, например, в машине крашусь иногда. Так что для корректирования, моделирования, точнее, лица все есть.
Так что, и, кстати говоря, она хорошо наносится, всякое такое, про качество вообще молчу. Кстати говоря, за июль, я недавно, где-то полмесяца назад, полмесяца назад, я купила себе от компании Анастасия, или Анастасия, я не знаю, как правильно называется. Так вот, я купила у нее, у этой женщины, я, конечно, не была у нее, я была в Сефоре, и там есть как бы целая полочка анастасиевских средств. Я каждый раз, когда в Сефору хожу, каждый раз пробую что-то это. Я 2 раза ходила, и мне понравились эти средства, точнее, эти продукции. Я думала, нужно купить, но, блин, я не уверена, ну что делать. Но я все-таки пошла и купила. И каплень тоже не жалею. И она у меня самая лучшая за весь июль, что со мной случилось. Первый, наверное, расскажу про Brush 12. С вот такой щеточкой и с вот такой кисточкой. Кисточка чертит вам то, что вы хотите, а она, получается, убирает вот этот слишком... Обычно, если вы четко начертили, как бы... Да и вообще, нужно чесать брови, правильно? Так вот, оно суперское. И, например, у меня до этого раньше было обычное, которое я купила, наверное, в CVS или в Walgreens, я не помню. Покупала точно такое же примерно. Сравнение. Небо и земля. Я не думала, насколько может быть профессиональная кисточка быть как бы необычной. Необычной, чем обычной. Следующее, то, что у нее я купила, это хайлайтер. Base One называется. Это eyeshadow primer можно использовать и как color corrector. Получается, если вы хотите использовать до теней, она как праймер идет для eyeshadow. Она примерно вот так. Я еще использую для бровей. Но в основном для бровей использую. Для глаз 2 раза пробовала, мне особо не понравилось. Но я в основном пользуюсь вот примерно где-то вот сюда. Примерно... Вы, наверное, видели меня на последнем видео. Так что она тоже, мне кажется, самая нужная вещь, если вы любите делать брови. И, конечно же, как я крашу брови без вот такой штучки. Называется Pomade. Deep Brow Pomade. Она у меня Auburn цвета. Это цвет Auburn. Как она переводится, я не знаю. Короче, Auburn. Она мне тоже очень нравится, то что тем, например, во-первых, у меня волосы тоже Auburn цвета, и наконец нашла такой цвет, и тоже наношу этой кисточкой. О чем я говорю? Вы же уже видели на моем последнем видео, как я это делаю. Так что вот, они мне самые любимые за весь июль. Так, с косметикой разобрались, теперь, что мне понравилось вообще, такие вещи просто, которые мне за весь июль понравилось. Мне понравилось недавно, точнее не недавно, а весь июль. Просто тащусь, вроде не знаю, я без них прям жить не могу. Я купила такие эфирные масла. Я вам скажу, оно суперское. Откуда я про них узнала? Мне одна подружка, когда мы работали с ней, она пахла чем-то ментольным. И думала я, чем она пахнет? Какую-то жвачку ментольную заживала там, и везде прям пахнет. Бывает, что если человек жует жвачку такой, кажется, пахнет, о, жвачка. И казалось, думаю, чем таким пахнет? Думала, за ней хожу. Я говорю, слушай, что чем-то пахнешь? Она говорит, это у меня масло, говорит. Она учится, вообще-то, не учится, а уже закончила на массажиста. И она уже, можно сказать, профессиональный массажист. И она знает, как бы, про эфирные масла, что как помогает. И она мне посоветовала вот это. Вначале я попробовала вот такой Peppermint. Это масло. Точнее, это мята перечная. Мята перечная, наверное. В общем, это такое масло. Если вы делаете массаж, для массажа пойдет. Но я обычно использую как, например, если вы сонный, но вам нужно ехать на работу, и вам нужно проснуться как-то, оно взбадривает. И поэтому здесь написано cooling, это как бы успокаивает и для меня взбадривает. Потому что я его использую как... Что-то не открывается. Вот. Вот такая и немножко капель. Кстати говоря, про эффект. После того, как вы нанесли на кожу, кожа становится такой, как сказать, не кожа становится, а вы будете чувствовать холодок. Например, я так как наношу сзади где-то в шею и где-то примерно
на спиночку, то у меня спиночка начинает охлаждаться полностью. Прям как аэроволны какая-то. За счет этого вы начинаете взбадриваться и начинаете просыпаться. Что это у меня как взбодритель. Как насчет второго? После того, как я купила вот этот, я пошла и купила лавандер. Вы наверняка знаете, и здесь написано даже calming. Это для успокоения. Если вы иногда бываете чуть-чуть эмоциональная, как я, или вы иногда нервничаете, иногда бывает стресс, депрессия из-за этих дней, то вам лавандер нужен. Или вы, например, страдаете бессонницей, она как раз таки помогает. Я, например, когда я страдаю бессонницей, капаю буквально 2 капли на подушку, и с этим запахом засыпаю. И спишь очень хорошо, и как бы успокаиваешься, настроение поднимается. И это, говорит, лаванда очень хорошее средство для успокоения. Так что вот, это мои эликсиры счастья. Как я могла забыть эту мою пудрочку? Нарс, моя любимая пудра. Такой как бы, в таком чехле. Свой чехолчик есть. Вот такой. Я купила это в июле. Да, это я купила в июле. Я купила это в июле, и где-то уже полмесяца пользуюсь. Люди, я вам скажу, я не верила, что вот такой белая пудра хорошо разглаживает кожу, как другие пудры. Оно суперски разглаживает. Например, вы наверняка пользуетесь тоналочкой. Так как я тоже пользуюсь тоналочкой, мне как бы никогда не хотелось пользоваться пудрой. Такой, знаете, не хотелось, знаете, большую тяжесть нести на лице. И я хотела что-то легкое. Я попробовала вот этот. Оно после него вообще не чувствуется, но оно хорошо фиксирует тоналочку. Оно, как вам сказать, просто не найти слов, насколько она хороша качеством. Например, даже если попробуете вот так и на ручку, она как шелк. Прям матово-матово, шелковидно. Это у меня самое любимое. Я, наверное, уже больше не буду покупать пудру. Причем, как я могла забыть про свою подводочку. Вы наверняка знаете, если вы живете в Кыргызстане, по ЛАТВ показывают канал TLC, Travel and Living, и там есть программа про татушек, где одна девчонка такая в черные волосы, черными такими этими, как бы стрелочками делает татушки классные. Так вот, она выпустила косметику, целую линию косметики, и, если честно, я подозрительно к этому относилась. Когда я искала подводочку, мне девушка сказала: о, попробуйте вот этот. Я даже не обратила внимания, что это Cat. Нанесла просто вот так. То, ну ладно, я пошла. Вернусь когда-то. Погуляла по молу. Такая думаю, что-то она вообще не стирается, она такая хорошая, думаю, вообще классная. Такая думаю, ладно, вернулась. Говорю, слушайте, вы что вы нанесли, не помните? Она говорит, мы вот это использовали. Подходим как бы к этой стене, где Cat. Такая думаю, в общем, я купила и ни капельки не жалею, потому что она водостойкая, что хорошо. Водостойкая летом это очень важно, так как мы купаться идем или на пляж, и даже из-за влажности бывает, что стекает макияж. Так что водостойкость это важно. Она суперская, это Cat, называется Trooper. Она как в Хэллоуин стайле сделана. Такой. И она классная. Вы даже сейчас она чуть высохнет, потом увидите. Вот вообще не размазывается. Вот. Вообще не размазывается. Классно. Итак, я хочу добавить сейчас что-то, которое мне понравилось весь июль, который я прям жить не могу. Не смейтесь. Это моя любимая кружка. Мейсон Аладдин. Видите, Аладдин. Это кружка моя жизнь. Я ее просто обожаю. Я пью с его чай, я пью с него все, что можно. Я как будто бы не знаю. И с тех пор, как купила, я не знаю, мне нравится, что она такая кьют, такая милашка, не знаю. И она, кстати говоря, она не стеклянная, она пластмассовая, такой плотная пластмасса. И она получается вот такая. Наливаешь все, что угодно. И, как говорится, не знаю, очень компактно. Не то, что может быть для вас не компактно, а для меня компактная. С ним удобно. Я сижу, фильм смотрю, наливаю хоть что угодно, не знаю, все что угодно. Это моя любимая кружечка за весь июль. Наверное, будет еще за 2 месяца. Не знаю, пока он мне не надоест, она моя самая любимая кружечка.
кажется, все рассказала, все, что мое любимое. Даже если есть другие, я не стала вам говорить. Их слишком много и не особо интересно. То, что вам хотела вам реально посоветовать и рассказать, я вам сейчас рассказала. Так что, надеюсь, вам понравилось. Не забудьте написать комментарий. Если у вас есть вопрос, то задайте вопрос. Я, конечно же, отвечу. Есть открыто для вопросов. И так что увидимся на следующем видео. Спасибо, что смотрели мой влог. Кстати, первый. Спасибо за просмотр. Пока-пока.